Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в России Гульнара Клара Самат встретилась с представителями партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Стороны обратили внимание на ситуацию, случившуюся в Кыргызстане, связанную с недавним инцидентом в детском развлекательном центре. Посол отметила то, что подобного рода проявления и провокации имеют место быть в любой стране, и в данном случае произошедшее событие рассматривается как инцидент на бытовом уровне, на что компетентными органами страны были проведены соответствующие работы. Стороны сошлись во мнении в том, что такая ситуация может быть использована лицами, которые заинтересованы в дестабилизации двухсторонних отношений, в связи с чем такие инциденты не могут служить основанием для ухудшения взаимных отношений. Кроме того, Гульнара Клара Самат отметила, что русский язык в Кыргызстане является официальным, который служит языком общения среди всех национальностей народа Кыргызстана и культурным языком общения стран СНГ. В продолжение темы посол сообщил о том, что 19 августа в Чолпон-Ате планируется проведение 3-го кыргызско-российского бизнес-форума «Новые вызовы и возможности для бизнес-партнерства в ЕАЭС». В свою очередь депутат Госдумы выразил заинтересованность в участии на предстоящем бизнес-форуме и внес предложение представителям ЛДПР, участвующим на встрече, посетить Кыргызстан для ознакомления с потенциалом развития страны и проведения встреч с бизнес-сообществом Кыргызстана в сфере туризма, животноводства и аграрного сектора. Также Жириновский предложил возобновить проведение Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова для развития культурного общения между странами Центральной Азии и России. Депутат Госдумы отметила необходимости дальнейшего развития торгово-экономических связей между странами и в целях увеличения российских туристов в Кыргызстане предложил проработать вопрос открытия железнодорожного сообщения из российских городов в Иссык-Кульскую область. В заключение встречи стороны отметили то, что имеющиеся на сегодня двусторонние отношения между странами носят исключительно дружеский и стратегический характер.